В прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 20 октября. В фокусе качества. Ресепшн современный музей кафе открытый. Рамзан Кадыров провел инспекцию ключевых строек столицы. На пороге перемен. Да, ближайшие 1,5-2 месяца до конца года и до результат Вице-премьер правительства проверил работы на стройплощадках Будульмеса. Национальный колорит. برند غير يقنا تعش نين مكتبول بيزم دقيق واش يارمرك شكا أصلا лекции شو семинар شو. Ярмарка Майда собрала сотни жителей в Грозном. Рамзан Кадыров провел инспекцию на второй линии нового района Грозного. Активно возводятся многоквартирные жилые комплексы, мечети и объекты социальной инфраструктуры. Планируется, что в следующем году работы будут полностью завершены, включая асфальтирование, озеленение и благоустройство улиц. Глава подчеркнул, что при строительстве необходимо внедрять современные решения, умные системы освещения, энергоэффективные технологии, цифровые сервисы и экологически чистые материалы. Выставочные залы станут просторнее, а рабочие зоны более вместительными. В центре Грозного реконструируется здание музея Чеченской Республики. Ход работ проинспектировал Рамзан Кадыров. Архитектурный ансамбль включает основное трехэтажное здание. В отделке акцент сделан на витражном остекленении. О сроках сдачи объекта в репортаже Лейлы Муртазовой. Наряду со многими объектами в Грозном активно преображается и Национальный музей Чеченской Республики. Здесь кипят строительные работы, где планируется полное преобразование здания. Одно из них – это расширение выставочного зала. Улучшатся условия хранения произведений искусства. Айшат Кадырова рассказала главе региона о всех реновациях. Главный вестибюль, музейный магазин был, современный музей, книжки по музею разные. И сразу второй этаж полностью круговой выставочный зал. Лифт, здание, рабочий кабинет, и в основном все этажи выставочный полный. Да, а что дали?
Yok объекта. Куратор изнаете, но Támoa. министр очень доволен был, я шабабит. A hodásod problémát, vagy nézd, van guspor lesnica arzonio. Reception плохая еще. Современный музей Шкасан, кафе открытый, такой курс. Разные лектории, мастер-класс, проводите зал, шоу, библиотеку в современном стиле, молодежь, чаще собрать задержь. Залили? Док экран, любой формат мероприятий проводите еще. Это главное, что захол конструкцию фасаде у меня Ой. Ох, и 100% дизаубис. Музейный фонд лечухи дела, легалица, и хомгордоч, подвальные помещения, масон гидроизоляции. Уже министр ИСАС, разные российские музеи, штани уже щепошуал, выставку церкви уже был доволен, чтобы Эрмитаж, разные выставки, шайашвайни, штаушвайни. Кроме этого, столица пополнится еще одним масштабным проектом. Фабрика рассчитана на выпуск школьной и служебной формы, также производство будет расширяться. Кроме того, запуск предприятия даст новые рабочие места, что особенно важно для местных жителей. Чтобы убедиться в возможностях будущего производства, Рамзан Кадыров побывал на объекте. На месте уже благоустраивается вся прилегающая территория. Строительные работы идут к завершению, и скоро новая фабрика будет официально запущена. Именно Москва Баба Белла, Хабалу, чтобы я общежитие для охраны был готов. Но чуть оборудование, шум шлепает. Сложно же было. Ой, строить дело, основа шамел дому. Чуть мясо должен с оборудование, заказ ешь оборудование. Хамза, управляющий укуда. Из Турции, Луганцы, Хаш, оборудование, выбирать ешь. И было, что это дополнительно ел, это двухэтажное здание. Недавно ел, так, zum проект один. Всех возвести имя. Тащи будут добавиться здание. Если мы это здание сделали, склад реконструировали, вот это все здание полностью реконструировали, отделка и общежитие Кетчина, Белоша. А что еще? Шаек тоже. Оем дойло позаленти на стройки столкунды. Мадис надо скуза. Фасад чекахчу, склад кичу. Сейчас в основном все у нас оборудование, уже запуск предприятия. Сюда воздушно. А сейчас что там есть, Аллах. Бизнес-леди хватит, да, снова. Здесь трудится команда строителей, которые ведут финальные штрихи и обеспечивают ее полноценную эксплуатацию. Основной фонд работ уже строительный закончен. Осталось у нас буквально обшивка административного здания, и все остальные наружные и внутренние работы у нас завершены. В ходе рабочего визита в центре Грозного глава Чеченской Республики также посетил новый бутик модного дома «Фирдаус», который должен открыться в ближайшее время. Пространство будет разделено на две зоны. В одной разместится магазин одежды с последними коллекциями модного дома, а другая будет отведена под современную кофейню. Новое открытие подчеркнет статус Грозного как одного из центров моды и стиля на Кавказе. Кофейню. Ну ладно. Каждая деталь продумана до мелочей. Оригинальность и эксклюзивность – важные приоритеты модного дома «Фирдаус». Общий объем квадратных метров пополам составляет 257 квадратных метров. Работу мы выполняем в несколько этапов. Это подготовка основания, тщательная очистка основания, грунтование основания и нанесение последующих слоев. Барельеф делал я месяца 2 уже примерно. Вдохновление было фотографии вот с этого места, которое я изобразил. Ну и плюс немножко фантазии мы добавили вот цветов, гор. Сзади меня еще вот с той стороны мы еще немножко увеличили барельеф и создали на примере фотографии с водопадами, мы сделали еще водопады.
После Рамзан Кадыров посетил кафе «Луналик». Он оценил атмосферу заведения и сервис. Глава региона подчеркнул важность создания в городе комфортных и современных общественных пространств, где жители и гости столицы могут с пользой проводить время. Руководитель субъекта дал высокую оценку увиденным объектам. Луналик уже стал популярной точкой притяжения горожан, а новый бутик «Фирдаус» станет еще одним знаковым местом в регионе. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести», Чеченская Республика. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялся юбилейный концерт девичьей хоровой капеллы «Фирдаус», руководителем которого является заслуженная артистка Чеченской Республики Радима Хаджимурадова. Поздравить коллектив с 15-летием прибыл лично Рамзан Кадыров вместе с министром культуры Исой Ибрагимовым и другими почетными гостями. В программе концерта прозвучали лучшие национальные композиции, пропитанные духом патриотизма в неповторимом исполнении капелл-группы. Здесь же состоялось торжественное награждение коллектива. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» присвоили Радиме Хаджимурадовой. Сюрприз подготовила и руководитель модного дома «Фирдаус» Айшат Кадырова. Каждой участнице хоровой капеллы объявили денежное поощрение в размере 300 тысяч рублей. С момента основания в 2010 году группа стала ведущим профессиональным хором Чеченской Республики, завоевав признание зрителя. Сегодня под руководством Радимы Хаджимурадовой хоровая капелла покоряет сердца. Не осталась равнодушная юная слушательница, внучка первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова Эсет Кадырова. Сьогодні коли шума серії, лармі почав марш вухив, шума сомарш дохив, лармі почав дерес холів гон, тахан хок коллектив, притчокоч, хаз сюди, трюцік, тодолчиква, хасидин, таларам, тодолчиква. دحر سقالر لنيق فرداوس كولكتيف قاعد أقول بلا بقي قيمش يوقش سنة ديالرا كولكتيف قاعد خلصا بقدك ألش سوي غير كيقول خير ألسا أول تخلير أمسك قادم بول إتيشم سون إصدق دزلتو دال مغلا أيوه خان قرتاني قدام بالخبا قحيقة سايق قودين بول إتيشن لربا دام الله عال شو يسم وقر حالخ ويلان مي بچان ديريس وليل آل وردرسون تا أهمت سأيوشوش مستهمان داخ قاعدتو بيشو ديريس وليل ملان مي بچان دالسا بيل أكتونيا ويشتر بسنتر إشت تاي ديريكتورين إلين ديريس وليل آل وردرسون إلين ديريس ولهم دي بيسا دوش مسوط بستنوك شاش تخلص قهيقا نول أبو مسلمين ديريس وليل آل وردرسون إشت هارد كونسرت كيتشاش داغ ماليحجنا دقر برقل ديريس وليل آل وردرسون ديريس ولشن مسارنا. Вице-премьер-министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов и глава администрации Гудермесского района проконтролировали строительство ключевых объектов в Гудермесе. Инспекция началась с осмотра 9-этажных домов на улицах Исаева и Вокзальной, где работы подходят к финалу. Далее ознакомились с ходом возведения 16-этажного многоквартирного комплекса на улице Исаева. Последней точкой стало посещение нового бульвара, проекта, который стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». На итоговом совещании с подрядчиками Усман Баширов отметил необходимость усиления темпов работы. Около 120 тысяч квадратных метров жилью на
почпросили еще каким-то демонстрациям, что инсайши комплекса почти завершенный ведь сюда, малха ближайшими хайла кичёша, по всем направлениям гимсрей он чаха по строительству парк шиёши гимсия чахоли ойсра холи из какие парк юша, да, малха ближайшие 1,5-2 месяца до конца года и до وقع результат почпросили что остальное усилие было бешбу и вот дополнительно почпросили был чак бах жигрбах алел поручение фейтис белаша цасмени хларию хин уже 6 мен бела был усилие бельбу бела был это албу оста. Проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, неправильная тонировка. Вот лишь некоторые из нарушений, которые выявляют сотрудники госавтоинспекции. Основное внимание в рейдовых мероприятиях уделяется участкам столичных дорог с плотным движением. О неотвратимости наказания репортаж Лимды Джамалдиновой. На улицах города больше машин, а вместе с этим и больше нарушений. В связи с ростом транспортного потока и открытием новых дорог госавтоинспекция проводит масштабный рейд по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. На дорогах региона спокойно и безопасно. Количество дорожно-транспортных происшествий остается на низком уровне, но госавтоинспекция не снижает бдительности. غالح شوردل ما الشريف نوع رأيهم بوتين أخشيت بالوستني شلون رزوروتشينا شنو ما إيشتا قيش وردش ده وترانسبورت يوقفش كذا شارع دقيقة كذا شارع وجد أنا 475 зарегистрирован транспорт республики плюс там бош بالحيشي ترانزيت ده شو وجد زبول مليون حالي أولوية В связи с этим, поручение выполнять снижение дорожного транспорта, происшествий на дороге, плюс нарушение правил дорожного движения, его группы нарушений, группы нарушений, правил соблюдаться, на месте экзамен. Инспектора останавливают автомобили для проверки документов, напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил обгона. Новые дороги, аэропорт, новый район, Шарипо, поэтому патрулирование обязательно. Чем больше водителей соблюдают правила, тем меньше риск аварий и человеческих жизней, поставленных под угрозу. Нарушителей оказалось немного. Однако, как отмечают сами сотрудники, профилактика – залог безопасности. По статистике в нашем регионе, по Северному Кавказу, да и в принципе, если сравнивать по всей России, у нас низкие показатели смертности на дороге. Но руководство нашей республики и руководство госавтоинспекции ставит задачу, чтобы, насколько это возможно, минимизировать последствия дорожно-транспортных происшествий, чтобы не было ни одного погибшего и пострадавшего участника дорожного движения на наших дорогах. Главная цель подобных мероприятий не наказание, а профилактика. Водители относятся к рейдам с пониманием. Говорят, такие проверки дисциплинируют и напоминают о правилах. Заодно 13.2 пункта, здесь можно полгорода разгружаться. Профилактические рейды будут продолжаться и дальше. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения и водителей, и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила и беречь себя. Ведь безопасность на дороге – общее дело каждого. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном обновлено более 22 километров теплосети. Работы проводились в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Чеченской Республики». Более 13 километров сети заменили на современные устойчивые к коррозии материалы. Использование новых технологий позволило повысить надежность теплоснабжения, сократить потери тепла и снизить риск аварий в зимний период. В Грозном состоялся межнациональный турнир по мини-футболу на Кубок Вайнаха. Он приурочен ко Дню народного единства. За звание сильнейшего боролись 4 команды. Яркая борьба, накал эмоций – все ради трофея. Имена триумфаторов назовет моя коллега. На футбольной площадке Академии Рамзан состоялся межнациональный турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню народного единства. За Кубок Вайнахов боролись команды из Ингушетии, Дагестана, сборная палестинцев и ветераны одноименного клуба. Эти соревнования уже стали доброй традицией, объединяющей представителей разных народов и поколений. Турнир этот проводится ежегодно уже на протяжении 15 лет. Организатор Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешней связи, печати, информации в рамках госпроекта
программы региональная политика и федеративные отношения. Участвуют 4 команды. Все 4 команды по круговой системе будут играть между собой. На поле напряженная борьба, у болельщиков искренние эмоции. Они с азартом следили за каждым моментом, поддерживая свои команды. Особое внимание зрителей привлекла команда ветеранов в войнах. Их участие стало символом преемственности поколений и верности спортивным традициям. Рады, когда приезжают к нам гости. Называется турнир, вы читали, видели, межнациональный, с участием ветеранов Дагестана, Ингушетии. Ну и Палестина уже второй год тоже играет с нами. Вот, проходит, я считаю, что хорошо, положительные эмоции. Известно, что в регионе проживают вынужденные переселенцы из Палестины. У них сформирована футбольная команда, которая называется «Палестина». Они регулярно принимают участие в турнирах. Здесь они демонстрируют не только свое мастерство в игре, но и благодарность за гостеприимство. Мы приехали, как знаете, после войны сюда, и наш Паркалла Рамазан Кадиров принимал нам к себе. Он для нас старший брат, как отца, все там заботился о нас обо всем прямо. И один из этих забот, это был спорт. Они даже нас дорого, давайте завтра будем играть, завтра турнир. Так. Так как что мы приехали из войны, ребята, конечно, наша команда, они же раньше все занимались, они участвовали в турнире, они очень хорошо играли в футболе и другие виды спорта. Но, к сожалению, ситуация немножко отделили мы от этого спорта, и поэтому как-то мы собираемся уже снова. В завершении турнира состоялось награждение. Команды получили памятные кубки, медали и грамоты, а болельщики – яркие впечатления. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют развитию массового спорта и укреплению дружбы между регионами. Лимда Джамалдинова, Мусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Модная одежда, уникальные ковры, авторские игрушки. В Грозном состоялась ярмарка «Мейда». В течение 3 дней чеченские предприниматели демонстрировали свои изделия. Для посетителей организовали конкурсы, познавательные лекции и викторины. Об ассортименте репортаж Штурпалали Тайсумова. Мастера и молодые предприниматели в течение 3 дней ведут продажу своих собственных изделий. Локация оформлена в национальном стиле. Проводится показ, конкурсы и лекции специально для женщин и детей. Все это включает в себя проект «Мейда». Он направлен на духовно-нравственное воспитание, сохранение, развитие языка и традиций. Принять участие для предпринимателей было приятным подарком. دلها متى بول بيزمي ويديتشا اشتيار مركشكا اسماي بتعدون دا أسا دا لوس هور بتع شوز خوزيار مركني يوتسو سي برند غير يقنا تعشى نين متى بول بيزم دقيق واش تيار مركشكا أسا تاتليك سشيور سيمينار شو سونا سي برند سيت أيوه خمش قيد زودر يا اشتيج يكادي تسانميال خسخيات تجيش إكوتسكاب ترجع ميال تو جيتشس ستом дол خسخيتي отцел цасасам дол. А еще специально для детей был организован мастер-класс по вялению истанга. Так на чеченском называют создание изделий из шерстяных волокон путем их сваливания. Специалисты с большим опытом. И по их словам, ярмарка помогает заинтересовать молодых талантов. В основном это ковры, а так из шерсти можно изготовить все, что угодно. От брелков до одежды. Мы начинаем от меньшего к большему, и поэтому более интерес проявляется, да. Потому что им хочется похвастаться, перед родителями. И когда ребенок изготавливает даже небольшое полотно, это уже большое достижение. Для ребят был организован конкурс, в котором они пробовали свои навыки обращения с полотном. Дети хорошо справляются с заданиями. Рукоделие – это традиционное ремесло, которое не теряет своей актуальности и в настоящее время. Организация прошла при партнерстве онлайн-площадки по изучению чеченского языка из школы. Турпалали Тайсумов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном дан старт ежегодному городскому конкурсу на знание чеченского языка «Мотлар Баргилк Эздангаларер».
Реализуется проект по поручению главы и при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Инициатива направлена на популяризацию родного языка и формирование интереса к национальной культуре. Участниками станут обучающиеся грузинских школ. Программа включает конференции, викторины и тематические встречи. Конкурс продлится до 24 апреля 2026 года. Победителей и призеров в каждой категории наградят денежными призами. В Грозном подвели итоги городского смотра конкурса «Лучший пункт проведения экзаменов». Он проходил с 24 мая по 4 июля и нацелен на совершенствование подготовки и организации ЕГЭ. Заместитель мэра, начальник департамента образования мэрии Грозного Зелимхан Ахматов поблагодарил участников экзаменационной кампании за ответственный подход и профессионализм. В завершение были награждены лучшие руководители пунктов проведения экзаменов. Победители и призеры получили почетные грамоты и денежные призы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Коллеги, руководители ПП, прежде всего, искренне благодарю каждого, кто был задействован в процессе проведения экзаменов. В этом году это 1669 человек, включая руководителей, организаторов, технических специалистов, всех, кто обеспечивал стабильную работу ПП. Когда многие уходят в отпуск, вы берете на себя дополнительную нагрузку, встаете на рассвете дня, готовите ПП, берете на себя ответственность за порядок и за доверие к самой процедуре проведения экзаменов. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Авайнаха в социальных платформах.